Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Ахалтекинское коневодческое искусство внесли в список культурного наследия ЮНЕСКо. Президент Туркменистана поздравил с днем рождения главу Киргизстана. В Ашхабаде открылась выставка экспортных товаров Турецкой Республики и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил телеграмму с поздравлениями главе Киргизстана Садыру Жапарову по случаю его дня рождения. В своем послании глава туркменского государства отметил достижения Киргизстана в политической, экономической и социальных сферах под руководством президента Садыра Жапарова. Он также подчеркнул динамичное развитие отношений между двумя странами и поблагодарил киргизского коллегу за вклад в укрепление межгосударственного диалога. Ахалтекинское коневодческое искусство и традиции украшения коней включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Ахалтекинские кони издавна славятся своими выдающимися качествами. Вокруг них сложился целый пласт традиций, от ритуалов наречения имен до конных состязаний и свадебных обрядов. Знания и навыки коневодства передаются в Туркменистане из поколения в поколение и являются частью исторического и культурного наследия страны. Сегодня в экспоцентре торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась выставка экспортных товаров Турецкой Республики. Участники церемонии открытия заслушали приветствие, направленное президентом Сердаром Бердымухамедовым. Нынешняя выставка, призванная продемонстрировать перспективные возможности товаропроизводителей Турции, станет эффективной платформой для обмена передовым опытом и разработками в области технологий нового поколения. Снижение уровня Каспийского моря является актуальнейшей проблемой, которая требует комплексного подхода, пристального внимания и изучения. Об этом заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве. Министр подчеркнул необходимость создания пятисторонней рабочей группы для изучения проблем, связанных с понижением уровня воды в Каспийском море. Он отметил важность выработки мер по предотвращению и смягчению последствий обмеления. Туркменистан выразил готовность подготовить проект правового документа в этой сфере. В Ашхабаде прошел 10-й туркмено-американский бизнес-форум. В нем приняли участие руководители и представители профильных государственных и деловых структур двух стран. В ходе форума подчеркивалась значимость подобных встреч для продвижения плодотворного торгово-экономического сотрудничества и стимулирования инвестиционной деятельности. Пекин вновь возглавил рейтинг наукоградов мира. Это уже 7-й год подряд, когда китайская столица занимает первое место в рейтинге Nature Index. Согласно последним статистическим данным, Пекин занимает первое место в мире по патентному фонду в области искусственного интеллекта. Китайская столица также имеет в среднем 218,3 патента на изобретение на 10 тысяч жителей, что позволило ей занять первое место среди городов страны по этому показателю. Власти Дубая объявили о планах построить один из крупнейших в мире искусственных морских рифов. Проект «Дубай-риф», который будет развернут на площади 600 квадратных километров, призван увеличить рыбные запасы, сохранить окружающую среду и повысить уровень продовольственной безопасности. Строительство искусственного рифа в Дубае является важным шагом в реализации стратегии ОАЭ по достижению климатической нейтральности к 2050 году. По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК в зоне Запад стали известны 8 из 16 участников плей-офф. Места в 1/8 финала забронировали 4 клуба из Саудовской Аравии – Аль-Хиляль, Аль-Наср, Аль-Итихад и Аль-Фейха. 2 из Узбекистана – Насаф и Навбахор, Аляйн из ОАЭ и иранский Сепахан. Еще 8 участников станут известны после завершения группового этапа Лиги чемпионов АФК в зоне Восток. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 28 декабря в Куала-Лумпуре. Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов АФК пройдут в феврале-апреле 2024 года. Финал состоится в двухматчевом формате 11 и 18 мая следующего года. Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» аргентинец Лионель Месси стал спортсменом года по версии журнала Time. Летом 2023 года Месси перешел в американский клуб, а осенью в рекордный 8-й раз получил золотой мяч. Вместе со сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре. В августе Месси выиграл Кубок Лиг, в котором принимали участие команды главной футбольной лиги и чемпионата Мексики, и стал рекордсменом по количеству титулов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.